Здравствуйте, дорогие э, наши слушатели, дорогие зрители. Сегодняшний наш гость – это обычный самаркандский парень, который уехал из Узбекистана в Россию, как и многие другие наши соотечественники, в надежде на лучшую жизнь. И у него была история немножко отличается, так как он имел четкое представление своей цели, и он начинал, как и все другие, с работы с официантом, да? Шахром, добро пожаловать. Шахром, ассаламу алейкум, хушомадет. Самаркандский наш парень в России, который достиг небывалых высот в сфере IT. Пожалуйста, представьтесь. А, Да, всем добрый день. Сравака, ассаламу алейкум. Рамати калом. Джазаги томба. Наверное, буду в основном на русском. Да, на русском будем, потому что всем будет понятно, да, вот другие тоже могут услышать. Хорошо, хорошо. Но, собственно, меня, да, зовут Шахром. Я живу в Москве уже 25 лет, но у меня не было такого легкого старта, как если бы просто приехал, и у меня все было готовое. Вот. Да, я учился в школе здесь, в универе здесь, но было большое количество препятствий на моем пути, начиная там от этнических вопросов, того, что э, ну, мое детство выпало на 90-е годы, когда был национальный вопрос очень острый, что ты таджик, что ты не русский. Ну, это ладно, это уже прошло. Сейчас здесь не так. Вот. Заканчивая тем, что на каких-то местах работы при своей новой профессии нужно было ночами сидеть и просто что-то учить, А в чтобы хоть каком как-то... году приехали вы в Россию, я так и не понял. В 96-м. В 96-м, хорошо. В 96-м году, да, приехали. Вот, собственно, если говорить вообще про мой карьерный путь, кем я только не работал, недавно сел считал, примерно 13 профессий пересчитал. Это и официант, и уборщик в Макдональдсе, это инженер слаботочных сетей, это helpdesk, инженер технической поддержки, это инструктор в веревочном парке. Я работал в Министерстве связи. Меня Да, каким-то даже в образом... министерстве работал. Да, да, да. Причем меня взяли туда без образования. Каким-то чудом, я не знаю как. Хотя это обязательное требование. Я учился на переводчика арабского и английского языка в военном университете Министерства обороны. Вот. Но понял, что не мое, что IT мне ближе. Вот, и ушел. Собственно, чуть позже начал работать разъездным мастером по ремонту компьютеров, потом перешел в helpdesk, потом министерство, потом тестирование, аналитика и вот сейчас в продакт-менеджменте. Да, да, Э, понятно, круто. А вы вообще да, вместе с семьей переехали в Россию? с Эмигрировались мамой. или с Мамой, мамой? Да, да. понятно, понятно. Немножко у Ну, нас голос, или так, мне так кажется, можешь немножко добавить этот голос, громкость. Мгм, хорошо, громкости, да. хорошо. Где вы учились и чему учились вот в России? Ну, смотря в какой области. Если говорить в школу, то учился я в самой обычной общеобразовательной школе. Мгм. А, Учился я не очень хорошо. Вот. Поэтому раз Как и учитель все мы, да? и не будет вам так трудно. Вот. Учился я очень плохо. Как ни странно, мне очень тяжело давались точные науки. Поэтому я пошел в гуманитарный вуз на переводчика арабского и английского. Вот, если говорить про сферу IT, то абсолютно все это самообразование. Но я чуть позже, как я пришел в IT, Да, здесь один момент. Ты говоришь про переводы с арабского на русский, да, или с арабского английский, на английский даже? А ты да. арабский где учил? В университете. В В университете. То есть у университете тебя учил. арабский есть, да? Сейчас можно арабском общаться. Ну, так, я немножко читаю, немножко говорю. Когда я ездил в Египет, ну, довольно свободно общался, несмотря на то, что у них там диалект. Да, молодец. А сколько языков ты знаешь, помимо таджикского? А русский, английский, таджикский, ну, арабский, наверное, можно считать. Да, Фарси, на нем читаю, пишу, говорю. Э, Обычно многие говорят, те, кто говорят по-таджикски, говорят, что они знают фарси, на самом деле он отличается. да, 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 там Довольно отличается, сильно. конечно. Вот. Ну, узбекский можно не считать.
Вот, учу японский. Понятно, понятно. Круто, круто. Молодец. А как ты вообще попал в IT-индустрию? Каким образом? Что вот именно? Просто волею судьбы, наверное, потому что я ушел из министерства, мне Это нужно какие, было... какие года? Это, это конец, это лето 15 года, я ушел из министерства, и когда я уже ушел, у меня стал вопрос, а кем мне работать? В техподдержку я уже не хотел возвращаться, потому что там Да, маленькие деньги, вот. Но и в министерстве работать тоже не хотел. Это просто пустая работа, перекладывание бумажки из одной корзины в другую. да, да. Вот. И мне одна знакомая порекомендовала, говорит, попробуй себя в тестировании. Это не так сложно, порог вхождения очень низкий. Ручное тестирование. Что я сделал? У меня на тот момент сын родился. Это был 16-й год, прошу Да, прощения, это 16-й год. тестирование именно в IT-индустрии, да? Да, тестирование сайтов мобильных приложений. У меня родился сын, и мне нужно было срочно что-то делать. То есть у меня был дикий стимул. Что я сделал? Я неделю сидел, читал про виды тестирования, о том, как тестировать. Неделю я сидел, откликался на вакансии, ходил по собеседованию. На третью Да, да, неделю да. я сидел на собеседовании и говорил, функциональное тестирование, да, конечно, там, регрессионное, конечно, я знаю, смолки, манки, тестирование, use case, все это я утверждал, что я знаю, хотя я ни разу в жизни это не пробовал. Да, да. Но Орба Бромадам, на работу вышел, тут туда-сюда как-то разобрался, нормально. Да, понятно. А вот когда я впервые познакомился с тобой, Мгм. прям вот резюме твое, не знаю, там очень много крупных компаний, где ты работал. Вот можешь вкратце рассказать именно, где ты работал и где вот большой опыт для тебя Да, был? да. Ну, для этого надо сказать, в качестве кого я там работал. Я работал там в качестве продуктового аналитика, а это одна из ключевых позиций в любой продуктовой команде, даже не IT, а продуктовой. Да, Почему? Потому что продуктовый аналитик считает эффективность бизнеса, он считает эффективность продукта, то есть как себя люди ведут в да, приложении, сколько там проходят воронки, ну, вот эти все тонкости. Этим всем занимается аналитик. Он считает деньги. да, И многие другие функции. И в этом, на этом поприще я работал в компаниях в самых разных. Я работал в одной из крупнейших телеком-компаний, ориентированной на B2B сегмент, МТТ. Я работал в компании NVIDIA, строил с нуля аналитику мобильных их приложений. Оно сейчас входит в топ-50 App Store именно в NVIDIA ты разделе. самый крупный, да, наверное, этот электронный магазин Да, онлайн? да, да. Ну, они один из в тройку входит. Мгм. А, В компании Сбермаркет, это сервис доставки еды, я причем попал туда в самый разгар карантина, когда компания за месяц выросла в 20 раз. Я Вау, выстроил аналитику с нуля, просто с нуля, продуктовую аналитику мобильного приложения. Что еще? В авиасейлсе работал. Ну, мы немножечко не сошлись, но тоже там я много чего успел поделать в их офисе на Пикете. В целом, довольно разнообразный у меня путь. Был еще интересный проект у меня в прошлом году. Первый исламский браузер Salam Web. да, 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 Это... да, SalamPay, я слышал о них, да. Не-не-не, Salam Web. Salam Pay это немножечко другое. Они браузер создали специально А, для стран Ближнего Востока, арабского мира, и мусульманского даже. Вот, где будет приемлемый контент, где всякие да, да, хадисы. да, да, да. Вот, и для них аналитику делал. В целом, интересно у меня, наверное, путь. Понятно, понятно. Вот такие специалисты, как ты, не будем говорить, сколько ты зарабатываешь, но в Москве вот на данном моменте сколько они зарабатывают в месяц? Твоего уровня А специалисты. моего уровня зарабатывают, ну, где-то 250 тысяч плюс. То 250 есть это, тысяч рублей и больше, да? это, В долларах да, сколько да, будет? это чуть больше 3000 долларов. Понятно. Я просто почему говорю, я хочу сравнивать и показать молодым парням, которые едут в Россию, чтобы они Мгм. знали, как отличается вот Я зарплата. начинал,
16 тысяч рублей. Да, В IT я работал, получал 40 тысяч. Вот. В понятно. тестировании 60. В аналитике, ну вот уже потихонечку Да, да, пошло-поехало. да. И так далее и тому подобное, да, потом больше, больше. А самый большой проект, в котором ты участвовал? Это точно видео, потому что ребята разрабатывали мобильное приложение для миллионов своих клиентов, Да, да, да. миллионов. Вот. И вот я, собственно, для них и занимался именно ресерчем, занимался построением аналитики, разметкой. То есть, когда человек заходит в приложение, Да, да, он какие-то действия, но это вот просто многие не знают, собирается пользовательская статистика, аналитика того, кто что делает, куда да. он зашел, почему он зашел, купил, я не купил, а почему не купил. Вот аналитика это все изучает. Понятно, понятно. Вот. Чем сейчас занимаешься, какие планы на будущее? Сейчас я занимаюсь продакт-менеджментом. По сути, сейчас я делаю ресерч для рынка в сфере доставки. Вот. И исследую нишу. Можно будет какой-нибудь свой бизнес создать или нет. Понятно, понятно. Я помню, мы когда пересекались с тобой, ты говорил, что у тебя и свой какой-то проект, да? Э, Да, у меня Собственный. был свой таксопарк. Я его сейчас поставил на холд, поставил на паузу. Я открыл таксопарк, полностью сам с нуля посчитал для него бизнес-модель, Мгм. провел качественные исследования, то есть каздевил водителей, целевую аудиторию, кто пользовался. Да, Маркетинг сам строил, аналитику. Да. понятно, И- понятно. Еще такой вопрос. Меня часто спрашивают, вот IT же-то он большой, внутри очень много ветхий. Вот именно что вот востребовано сейчас? Я знаю, что в Узбекистане то, что ты делаешь, таких специалистов очень мало. Э, Мгм. Вообще будет ли такое вот в Узбекистане тоже востребовано данное направление? Но все зависит исключительно, как, как говорил Маркс, бытие определяет сознание. И если в Узбекистане будет такое же проникновение интернета и такие же деньги будут обороты крутиться, как и здесь, ну или Да, хотя бы часть, э, рекламодатели поймут, что можно запускать площадку Узбекистана. Они поймут, что там есть деньги. да. И потихонечку все развиваться, это же все взаимосвязано, экономика А на твое взаимосвязана. усмотрение это произойдет? Это, да, я вижу, я вот зимой был в Самарканде, вижу, что интернет провели даже в Агалыке. Да, Мне да, родственник, я родом из Агалыка, из деревни, да, 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 да. не его Самарканда. Мои папа и мама оттуда. Вот, и проникновение Огалигида, интернета. Огалиги Худамо. Агалыки худому, да, да. Красный двигатель строить, нам лагерь Даге, Амджима. Ага, Вот, собственно, проникновение интернета растет. Заметил, что востребованность программистов тоже растет. Маркетологи, ну, в Самарканде не очень, в Ташкенте, да, тоже вот этот рынок тоже растет. Начинают уже онлайн-объявления, уже запускаются рекламные кампании. Потихонечку, в пределах 5-7 лет, я думаю, нормально понятно. уже будет развит Может этот. еще такой вопрос? То, что ты делаешь, это входит внутри Data Science, да, как я понимаю? Аналитика там, Ну, построить. я уже в продакт-менеджменте, вот, я ушел Ты с это аналитики, вне Data да-да-да. Science, да? А те, кто, ребята, которые хотят обучиться Data Science, вот, им какой у тебя будет совет? С чего они должны Совет, начинать? надо быть готовым к тому, что вообще аналитика сейчас старая, к которой я приходил, она умирает, сейчас она уходит в сторону хард-скиллов, таких жестких, имеется в виду прикладные знания, то есть это матстат, теория, ну, теория вероятности. Это, ну да, наверное, основное это математическая статистика, это Python или R Да. То есть для работы с знание данными языка программирования тоже нужно, да, в аналитике? обязательно. И знание, ну, на самом деле там много всего нужно знать, то есть надо немножечко знать про продуктовый цикл разработки, чтобы Да. понимать, в какой момент аналитику внедрять.
что продукт-менеджер тебе приходил с идеями, да, с мыслями. Нужно знать, что еще. Да, на самом деле, довольно широкий объем. Нужно маркетинг знать. Да, Нужно да, неплохо строить группами. Много всего. понятно. Основное это сейчас можно выехать на матстате, теории вероятности и Python. Этого достаточно, чтобы начать со старта, ну, в 1080, например. Да, да, да. Вот меня очень часто спрашивают люди, когда смотрят, вообще говорят, что такое IT? Вот в двух словах, вкратце, в твоем понимании, вот для тех, кто вообще не знает, что такое IT, можешь объяснить им? Очень просто. Мы живем в технологическую эпоху, э, когда нас окружают везде девайсы. Да, да, Микроволновка это тоже на самом деле IT. Э, я сейчас, например, умная микроволновка, там да, электрический чайник, мультиварка, интернет, компьютеры, дроны, неважно что, это все IT. IT — это просто обобщенное понятие информационных технологий. Сейчас IT, наверное, можно назвать то, что все, что связано с сетью, с интернетом. Это будет, наверное, чуть правильнее и да, актуальнее. да, То есть это разработка сайтов, приложений, программ, игр. Это все IT. да, да, Тестирование. Туда же относится продукт менеджмент на самом деле, хотя он это не IT, ну, это не техническое направление. Вот. Но к примеру, без этого невозможно создать продукт, который будет востребован. Без тестирования нельзя понять, насколько у тебя качественный продукт. Без project менеджмента нельзя организовать разработчиков. да. Да? И много всяких моментов. Якта кун савол тоҷикешива барои бачаи худомо. Нахонда, омада фақат опит кади IT нағз ёки он хел дастурчӣ нақш шуда мумкин? Нахонда. А, ну, вообще, ака мумкин, потому что вот я живой пример этому, Мгм. но так нельзя делать. Хеле га мумкин не, чунки ман нахонда мӯл азоб кашидагӣ. На самом деле ганда мӯл азоб кашидагӣ. Ман вақте ман аналитик хондагим ба одамо ки ҳамин ча университет ба хондагӣ, к примеру, матстата, да, Ага. её всё, как правильно посчитать процент? Вот ты в школе учил, вот ты как помнишь, что ли? Да-да-да. Или как многие вещи, эсонова намистотку. Ҳамтун. Иман табошкати шта шанбе, якшанбе хона набромада, аминоя вайка намиштам. Лучше иметь фундаментальное образование, мактаба нағз хонда, университет нағз хонда, основа гифта, такурсият сохта, да, Ага. уже коркандар кор. Фундамент нақшдаги закор, то'g'ri. Фаҳмидам. Бо один из часто задаваемых вопросов, многие спрашивают, можно ли вообще после 30, там, после 35 начинать или поздно IT? Да можно, но надо отдавать себе отчет в том, что порог вхождения уже чхэган, уже воронка сужается, Да. и надо понимать, что какие-то сложные технологии уже брать не надо. Вот як тышнофамас, чилипайн ба даромад тамисол, и ман пурсид, ман чӣ кунам, IT ба даромадани ман як умрам официант шуда кор кардагӣ, ман вай шуда автобуса вай шуда кор кардагӣ, Ага. автомеханик. Ман чӣ хел даромад мумкин мебинам? Гуфтам, ҳа мумкин, лекин ҳафтаба минимум 10 соат хондан дар кор. Ҳар рӯзи 1 соат, 2 соат обязательно хондан дар кор. Чунки уже мияи хел кор намекунад, постоянный повторение кода вайкан дар кор. Надо нейропластичность мозга возобновить, да, чтобы Да-да-да. мозг вспомнил, что такое учиться. Вот. Куда можно пойти? Можно пойти в DevOps, бэкэндом заниматься, потому что технологии там меняются не так часто. Да. Это не фронтенд, не JavaScript, где надо кучу фреймворков изучать, где язык, синтаксис меняется и прочее. Можно пойти в тестирование, в автоматизированное. Это несложно, это за месяц можно научиться. За месяц просто сидя, вот хона башта, нормально хона башта байка, да, хонда, йодки там окей. Чем еще можно заниматься? Нам надо подумать. Вообще варианты есть. Можно базы данных строить,
Можно освоить Python и на Django, ну, фреймворк такой языка. Можно простые сайты делать. Вариантов много. Главное Bino. мотивация. Манин озыр бачоба анча одам бачо саркадagi Самарқандба. Боли амин IT бадаромда ахил курсо барафтанба. Хамуноба Мгм. мисол следующий уровень дигар дараҷаба буромдана барош курсо нест Самарқандда ва ё кусаски чи хел мон курсо ебе. Ягон хел онлайн платформада, ягон хел курсое маслиҳат дода метавонем? Дальше ва ё чи хел Конечно, обучаться кунам? обязательно. Охранги joy man kor mekardem. Сейчас man product management boshlagan. Skillbox kor mekardam. Skillbox, Skillbox? Netology, Factory. Skillbox, Netology, Skill Factory, Geekbrains, чёрта онлайн образовательная платформа. Мгм. Kalona. Вот, к примеру, Skillbox ба яксуду чанта курса сейчас. Ого. Отдельной профессии разработки сейчас. Уже яксуду заряд. М. Зато уже крепкий middle шудан брает, крепкий прям среднего уровня специалист. Амхельну сейчас, Udemy, Вайшас, ну чуть-чуть, Coursera, но вою Coursera у него английский. американский, по-моему, да? Udemy, Coursera, Американский, английский, но перевод опять же на есть на своем, русском. ну не у всех. Я хочу курсор урсикаги, я хочу шне. На самом деле, программирование, что ты, вот что еще. Китобой нас назад, к примеру, барой Python, но чанты кто-то да, хамукаты спокойно, и базы данных можно выучить, Python можно выучить, не проблема. Вопрос То есть желания. в основном ин худи одам ба, то есть желание ж боша, Исключительно. Исключительно. Я хочу домой медоламки, вообще я он курса там на кадас, худаш астаста, хонда, худаш кинчхед проекта софта, чисто на интересе. Уже манаузер сесат азор примерно спокойно корпусос. это зарубли, а? Да, абсолютно. Молодец. Не переживай ни о чем. Молодец. Один из часто задаваемых вопросов. Это мой вопрос личный. Что, по-твоему, важнее для IT-специалиста? Выполнять задачи в срок или же качество выполненной задачи? Это очень коварный вопрос и зависит от задачи и зависит от контекста. Да. Если мы понимаем, что мы на начальном этапе создания продукта, мы идем по принципу MVP, Minimal Valuable Product, да? Нам нужно хоть что-то создать. Мы проверили гипотезу ценности продукта, мы поняли, Да. что это хороший продукт, это есть ниша. Мы должны создать не супер качественно, мы не должны тратить 2 года или неделю на одну задачу. Мы должны быстренько вот прям что-то слепить, отправить в прод. В этом случае нужна быстрая скорость. Да. В других случаях нужно удерживать баланс между качеством и скоростью. Если разработчик слишком много тратит времени на то, чтобы вылезать задачу, Да. вопрос, насколько он хороший разработчик. Понятно. Вот. Понятно. Отличный Как бы, ответ. Еще такой вопрос. Вот ты говоришь, ты продукт-менеджер, да? да. Продукт-менеджер и проект-менеджер, они чем отличаются? Что, У них очень чем? большая разница. Project Manager, он отвечает за постановку задач разработки, за агрегацию данных, то есть он собирает данные от заказчиков, он там переписывает это в задачу, он отслеживает задачу у разработчиков, как они это делают, он занимается планированием задач и прочее. Product Manager, он занимается стратегией развития продукта. Мы берем какое-то мобильное приложение. Вот он занимается исследованием аудитории. А вот это интересно людям или нет, этот продукт? Да. Он выявляет их боли, если продукт уже есть. Он выявляет их потребности, выявляет их проблемы, переделывает продукт, он пишет roadmap продукта. Многие моменты. Он считает эффективность продукта, юнит-экономику. Многие вещи. Да. То есть продуктовый менеджер, он более многофункциональный, да? Ну, да, но это продукт, более такая топовая позиция. У него в подчинении обычно project или проекты, разработчики, аналитики, тестировщики, маркетологи. Даже маркетологи могут. Понятно. Теперь такой вопрос. А есть ли вообще разница, или в чем ты видишь разницу между парнем-программистом и девчонкой-программистом? Или же вот в IT-сфере кого-нибудь, не именно программистов?
Но у меня есть и такие знакомые. Сейчас субъективное мнение, не потому что я не считаю, что девочки или мальчики там как-то по интеллекту отличаются, это не так. Да, Мне показалось, что парни более вовлечены в это, они больше этим интересуются, они больше в это закапываются. да, да, У да. меня знакомые девочки-разработчицы, да, э, которые работали, хорошо работали, но чтобы прям погружены были с головой и с душой, не видел. Понятно. Ну, может быть, просто мне так выпадало. Вот. Но неважно, ты девочка, мальчик, у вас одинаковые мозги. Все в равных условиях. Да. В этом вопросе, да, я согласен. Так, можешь нам дать советы вот родителям, молодым родителям, у кого там, как у меня, там дети 10, 12, 14 лет, с чего они должны начать или к чему мы должны именно дать такое значение большое на Для взгляд? меня это актуальный вопрос, потому что у меня у самого сын, ему Да, 5 лет, и сейчас это тот страшный возраст, когда можно упустить стремление, желание познавать окружающий мир, любопытство. да, 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 В коем случае никаких телефонов, компьютеров, планшетов и всей электроники там, до 10-12 лет, никаких вообще. Вот у меня сын смотрит 20 минут мультик в день, и все. В основном очень занят. Он играет, он фантазирует, мы с ним занимаемся письмом, мы читаем, я ему читаю, мы гуляем. Да, Когда мы гуляем, я специально сижу, читаю книги по природоведению, чтобы когда мы гуляли, я ему рассказывал, вот это дерево вот такое, да, эта да. птица вот То, что такая. читаете, видите потом, да? Да, и либо я отдельно читаю, и я ему даю какие-то задачки логические. То Да, есть он мне спрашивает, да-да, там, а как электричество появляется? И я ему пытаюсь объяснить, да, да, вот, да, недавно интересный случай был, сейчас маленький офф-топ. Он меня спрашивает, да-да, что такое послезавтра? А да, как ребенку пятилетнему объяснить, что такое послезавтра? Я нарисовал модель Солнечной системы, да, потом из пальца сделал модель Солнечной системы, потом объяснил, рассказал про смену времен года, все понял, вроде бы, да? Ну, то есть нужно в детей вкладывать, не надо их как сорняк воспитывать, просто, растет, там, в школе займутся, не займутся, да, да. никому это не надо. Согласен, согласен. А вот Надо детей. есть какие-то навыки специальные, какими ребенок должен овладевать или владеть, чтобы попасть именно в IT-индустрию? Пойти, да? Логическое мышление, оно формируется там примерно лет с 8, с 10. Сейчас Мгм. точно не вспомню, исследование читал на эту тему. Логическое мышление очень важно. Понимание на уровне сущности, и очень важно учить искать взаимосвязи между элементами. Есть упражнения специальные, ну, очень неплохо будет знать математику, Да, потому что это дает объемное мышление. Математика работает с абстракциями. да, Программирование тоже абстракция, потому что когда ты пишешь код, ты создаешь сущности. И ты должен чувствовать между ними взаимосвязь. Понимать и чувствовать. понятно. Вот. Поэтому, да. Следующий вопрос. Со скольки лет вообще учить своих детей программированию? Хороший вопрос. Да, я Хороший вот вопрос. извиняюсь, что перебиваю тебя. Относительно недавно узнал, что появляются уже IT-школы, где обучают там с 8 лет, с 9 лет. Да, А вот не нужны ли важнее. вообще в таком возрасте нам программисты, да? Или они и просто подготавливают их? Они подготавливают, они создают ту самую базу, о которой я говорил, но я считаю, это рановато. Я считаю, это сильно рановато, потому что чем в более раннем возрасте ты ребенка просто вот загоняешь, как лошадь, постоянно одна и та же тема, вот как детей, когда приводят на карате, все, кто иди, на соревнования иди, медали завоевывай, на пояса сдавай и прочее, Да, он да, перегорает. Ему лет 15, он перегорает, ему неинтересно. Это да, или как музыкалка. Неинтересно.
Я считаю, постепенно, лет с 12 можно уже вот проявлять интерес, показывать. В музее можно водить технически. Да, Простые задачки давать. Вот ты свет включил, а за счет чего он включился? Давай подумаем вместе. да, Такие вещи. А это слишком маленький возраст, на мой взгляд. понятно. 8 там, лет. Если вот, допустим, у наших зрителей будут вопросы к тебе, да, вот как они могут тебя найти или связаться? Можно написать в Telegram, да, если оставить. Да. Мне можно написать спокойно в Facebook, добавиться, написать письмо. Вот. Я не сноб, я всем отвечу в любое время, пожалуйста. Хорошо. Еще Какие одна такая вопросы? просьба. Вот под этим видео, когда мы запустим, поставим в YouTube, пожалуйста, когда комментарии будут, тоже постарайся ответить, чтобы Хорошо. некоторые даже не могут вот писать или найти другим способом. Да, есть, да, есть. Еще такой вопрос. Вот айтишником рождается или же все-таки упорный труд или вот хорошо под себя подготавливать себя, можно стать хорошим айтишником? А, Это вопрос из разряда, а люди гуманитарии или, ну, правда ли, что люди гуманитарии или технари? Я Да, не да, верю да. ни в то, ни в другое. Какой ты опыт на детстве получил, какие твои навыки стимулировались их развития, в ту сторону ты и будешь развиваться. Айтишниками точно не рождаются. Надо просто с детства прививать. Если ты погружаешь. Дело не в том, что надо с детства приучать любить учиться. Вот немножечко тавтологии Да, да, и давать думать своей головой. Тогда и айтишником человек станет хорошим, и художником, неважно вообще. да, да, У меня, к примеру, хобби, вот я вроде бы не айтишник, ну, там, если разделять на гуманитарий, я историк вообще, мое хобби — история. Лучшая да. тема, в которой я разбираюсь, это история. Но я работаю в IT. Поэтому Да, да, да. Понятно. И такое бывает, да? Я не знал. нет, человек, он универсальный. Он может быть кем захочет. Да, понятно. Еще раз хочу напомнить, дорогие наши зрители, что цель такого рода интервью, видео — это показать вот молодым, что есть такие сильные специалисты, которые зарабатывают хорошие деньги, находясь в России даже, да, вот. Будет интересно узнать, было интересно узнать о твоем опыте, Шахром. А, Надеюсь, нашим телезрителям тоже будет интересно. Если будут какие-то вопросы, я оставлю твои контакты, они тебе напишут. Пожалуйста, как сможешь, напиши им, помоги им советами своими. Обязательно, Будем обязательно, на пожалуйста. связи тогда. Спасибо большое за твое Да, время. спасибо. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Счастливо. Да, всем хорошего дня.